Активист Эдем Бекиров, задержанный в декабре прошлого года, считает, что не выживет в Симферопольском СИЗО. Дело гражданского журналиста Наримана Мемедиминова, арестованного в марте прошлого года, начнет рассматриваться в суде в Ростове 10 июня. Каково нынешнее состояние Бекирова и почему тяжелобольного активиста не отпускают из СИЗО под домашний арест? Почему Мемедиминову до сих пор не вручили обвинительное заключение и чем может закончиться его дело? А также каковы причины уменьшения числа оправдательных приговоров в судах в России и начала задержания женщин на полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. Ну и я напомню, что эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» вы можете слушать как в Крыму, так и на материковой части Украины на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Итак, напомню нашим слушателям, что житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова. Адвокаты сообщают, что его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 222 и части 2 222.1 Уголовного кодекса России. Это хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов. Юристы отмечают, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности. И сейчас с нами на связи Ислам Велиляев, адвокат Эдема Бекирова. Ислам, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем с самых важных и громких заявлений относительно дела вашего подзащитного. Если мы правильно понимаем, он сказал вам, что в нынешнем состоянии он в СИЗО просто не выживет. Можно ли говорить о том, что его жизни действительно реально угрожает нахождение под таким вот содержанием в Симферопольском следственном изоляторе? Нет ли в этом никакого, знаете ли, драматизма? Нет, драматизм там присутствует. Я скажу так, что он уже выдерживает последнее, скажем. Ему действительно очень плохо, он в тяжелом состоянии, с учетом тех заболеваний, которые у него есть, и сердце, и сахарный диабет, и ряд других заболеваний. Он сейчас на данный момент находится в зоне риска, скажем так. Хорошо. Да-да-да, продолжайте. И дальнейшего пребывания в местах лишения свободы без отсутствия квалифицированной медицинской помощи могут привести его, с учетом его, заболевания как сахарного диабета, либо к сахарной коме, либо просто летальному исходу. Адвокат, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обращала внимание своей российской коллеги Москальковой на состояние Эдема Бекирова. Есть ли сведения о реакции российской стороны? Приняли, не приняли, проигнорировали? Москалькова, российская уполномоченная по правам человека, я знаю, на мои обращения направляет, необходимое поручение нашему уполномоченному по правам человека в Крыму, Лубиной. Та неоднократно посещала Эдема Бекирова в следственном изоляторе. С ее, скажем так, слов она считает, что состояние Эдема Бекирова нормальное, удовлетворительное. И все в основном, и ОНК, и уполномоченные говорят, содержится он хорошо, камера у него отличная, все условия хорошие. Все на это, этим не заканчивается. А то, что у него здоровье уже, как говорится, полностью подорвано, это никто на это не обращает, только на содержание. Да, действительно, у него сейчас камера, не спецблок, в котором он 3 месяца сидел, у него он сидит в медчасти. Но это не больница. Это медицинская часть на 3-м этаже следственного изолятора, которая приближена к медблоку. Однако последний раз, когда я его посетил в пятницу,
он указывал, что, вернее, вот дня 2-3 назад, он указал, что у него был приступ удушья, и они тарабанили по дверям, он и его там сокамерник, минут 20. Но никто так и не пришел, хотя находится все рядом. Фельдшер должен быть по первому требованию прийти и оказать помощь. Но, к сожалению, такое имеет место быть. Мы знаем, что теоретически там, российское следствие может согласиться на перевод Дэма Бекирова из-под содержания в СИЗО на домашний арест, если тот признает вину. Это, скажем так, частное мнение следователя или есть официальное предложение вот такого вот такой вот следственной сделки? Это частное мнение следователя. Мы не знаем, подкреплено оно ли там руководством следственного отдела, либо руководством Федеральной службы безопасности. Это просто предложение следователя, оно прозвучало у нас еще месяц назад, когда мы ознакомливались с экспертизами, которые нам дали на ознакомление. Просто в общей беседе следователь так Эдемара Бекирова предложил: признайте вину, и домашний арест сразу будет. Естественно, мы на это не пошли. Более того, я сказал, если за признание вины следуют следующие ваши требования. Просто этим не закончится. Пожал плечами, действительно. Мы понимаем, что признав вину того, чего человек мой подзащитный не делал, это неправильно, это будет оговор самого себя. И последний к вам вопрос. Каковы сейчас судебные перспективы? Когда можно ожидать продолжения рассмотрения дела по существу? Может быть, уже известны хотя бы приблизительно сроки вынесения приговора? Или пока еще об этом рано говорить? Рано еще говорить об этом, о приговоре. У нас срок содержания под стражей заканчивается 12 июня. По Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации следователь должен за неделю выйти с ходатайством на продление. Что сейчас делает следствие? В частности, следователь, который расследует, он за прошедший месяц с последнего ознакомления с экспертизами абсолютно никаких действий следственных не проводит, не беспокоит, скажем, суд сидит, пускай сидит. Я его видел в следственном изоляторе случайно, следователя, спросил его, когда будет предъявление окончательного обвинения, когда будет уведомление об окончании. Ответ был такой: после продления. То есть на самом продлении следователь будет ссылаться, что следствие еще не закончилось, еще необходимо предъявить окончательном виде обвинения, нужно провести ряд следственных действий. То есть это делается умышленно для того, чтобы суд услышал, как следствие и гособвинение скажут, что мы еще не можем отпустить его на домашний арест, еще же следствие не закончилось. Хотя фактически нет никаких, скажем, оснований. Уже давно все закончилось, все экспертизы закончились. Можно было давно ему предъявить окончательное виде обвинения. Но такая вот тактика работы, скажем так, следствия. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Ислям Велиляев, адвокат Эдема Бекирова. И теперь с нами на связи Эдем Семедляев, еще один крымский адвокат, на сей раз Наримана Мемедиминова. Эдем, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедиминова российские силовики провели обыск. Его увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе. На следующий день он был арестован по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет». И что прокуратура АРК на территории Украины, что журналистские организации считают это незаконным лишением свободы и политическим преследованием. И вот мы знаем, что буквально 2 дня назад суд в Ростове решил, что рассмотрение дела по существу начнется 10 июня. Вот у меня к вам вопрос. Предъявили ли, наконец, Нариману Мемедиминову, вам, как его адвокату, окончательный обвинительный акт? Что там, если да, то что в нем написано? Если уже нашли ли российские силовики подтверждение своим обвинениям? А если не вручили, то почему? Действительно, следствие закончилось. Нас, адвокатов,
меня вместе с Эмилем Курбиновым на подписание окончательного протокола с ознакомлением не пригласили. Вернее, пригласили, но в данный момент мы были заняты, о чем уведомили следователь. Однако следователь посчитал, что может на данное следственное мероприятие пригласить адвоката по назначению, и не дождался нас. Также Нариману Мамедиминову самому обвинительное заключение не вручили. Сотрудник следственного изолятора пришла ему и потребовала, чтобы он написал расписку о том, что он получил, на что он сказал: хорошо, единственное, представьте, кто мне вручает данное обвинительное заключение, на что сотрудник разнервничалась и ушла, так и не вручив ему обвинительное заключение. То есть до настоящего момента Нариман Мамедиминов не знает, в чем же его обвиняют по итогу и каковы доказательства этого обвинения. Поэтому на предварительном слушании Эмиль Курбидинов, адвокат, ходатайствовал о том, чтобы уголовное дело вернули прокурору для исправления вот этих ошибок, чтобы адвокатов уведомили, как положено по закону, и Нариману Мамедиминову вручили обвинительное заключение. Однако судья Северо-Кавказского окружного военного суда, не услышав эти доводы, отказал в возврате и назначил судебное заседание по существу на 10 июня. А может начаться судебное заседание по существу без вручения обвинительного заключения? Я считаю, что не может начинаться, то есть должны надлежащим образом вручить Нариману, дать время, минимум 7 суток для того, чтобы он мог изучить и подготовиться к процессу. Как это будет происходить в дальнейшем, только приходится догадываться. Возможно, суд ему сам вручит и отложит судебное заседание на 7 дней для того, чтобы Нариман смог подготовиться. Но как это будет происходить и даст ли возможность суд это сделать, пока что остается загадкой. Статья о публичных призывах к террористической деятельности, да еще через интернет, подразумевает наличие экспертиз. Были ли уже проведены какие-нибудь лингвистические, технические экспертизы? Знакомили ли вас с результатами этих экспертиз? Есть ли хоть какое-то обоснование этому обвинению? Действительно, экспертизы были проведены. Единственное, что одно экспертное учреждение не усмотрело никаких призывов. После этого следователь был вынужден направить в иное экспертное учреждение, которое уже усмотрело в тех видеороликах, которые разместил Нариман в Ютубе, призыв к террористической деятельности. А есть ли возможность воспользоваться услугами, независимой экспертизы для того, чтобы ее результаты представить потом альтернативно в суде? Да, обязательно. Обязательно мы это будем делать для того, чтобы доказать невиновность Наримана. Хорошо. На самом деле это довольно такая статья публичные призывы к осуществлению терроризма и статья, которая связана с экстремизмом и разжиганием ненависти, знаменитая 282, они по существу довольно близки. И в последнее время нам в России мы видим, декриминализируют 282-ю, смягчают приговоры, кого-то вообще отпускают. Есть ли мнение, что удастся переквалифицировать призывы к терроризму, или такое подозрение, оно уже окончательно будет оформлено в заключении обвинительном, и уже нельзя будет изменить формулировку? Мы как защита обязательно будем об этом ходатайствовать, о прекращении уголовного дела, в случае невозможности о переквалификации. Насколько суд нас услышит и сделает это, это только время покажет.
Хорошо, а теперь чуть-чуть более широком контексте, не только уже связано с непосредственно вашим подзащитным. Вчера российские силовики в Крыму арестовали, задержали, да, задержали сразу двух крымско-татарских активисток, чего раньше за все 5 лет предыдущие не было. И вот как вам кажется, это такое вот случайное совпадение? Или теперь машина российская силовая в Крыму показывает, что и женщины тоже становятся для нее там мишенью? Ну, конечно, это новый виток. Мы отмечаем, что репрессии теперь и касаются женщин. Поэтому я думаю, что правоохранители российские ни перед чем не остановятся. И даже, несмотря на то, что это женщины, будут в отношении них и возбуждаться административные дела, уголовные дела. И, не дай бог, конечно же, будут и аресты. Одной из задержанных было предъявлено, не обвинение, подозрение в том, что она демонстрировала, принимала участие в демонстрации запрещенной символики, а именно нацистской свастики, и внезапно оказывается, что в Госдуме находится там закон, который смягчает вот это вот положение о преследовании тех, кто демонстрирует свастику. Есть ли у вас надежда, что удастся, не попасть под действие старого закона, дождаться, пока его положения будут смягчены, или российская машина, если уж решила кого-то преследовать за демонстрацию свастики, то, несмотря на смягчение закона, все равно будет преследовать за демонстрацию свастики? Там статья предусматривает не только распространение нацистской символики и экстремистской символики. И девушкам предъявляют именно это. То есть распространение, демонстрирование экстремистской символики. Экстремистской символики. А вот уже мне кажется, и вот если я не ошибаюсь, да, что Эмилю Курбединову уже когда-то предъявляли обвинения, и он даже понес административное наказание за демонстрацию экстремистской символики. Это вот вам кажется такое случайное совпадение? Или, может быть, есть смысл думать о том, что это такая специальная статья для активистов и юристов, и правозащитников? Да, это очень удобная статья, потому что вот таких вот активистов, правозащитников, журналистов привлекать к административной ответственности. Мониторя сеть интернет, правоохранители находят какую-нибудь там публикацию, которая примерно подпадает, проводят экспертные исследования и потом в нужный момент привлекают человека к административной ответственности. А есть ли вообще шансы уберечься от такого вот обвинения? Грубо говоря, есть ли какой-нибудь другой способ, кроме того, чтобы вообще не размещать в сети интернет ничего и никогда? Мы понимаем, что это люди в основном социально активные. Они постоянно что-то постят, что-то высказывают в сети интернет. И очень тяжело сделать так, чтобы ничего не нашли. Но у нас были случаи, когда люди вообще удаляли публикации, удалялись из сети ВКонтакте, но потом, через какое-то время, через несколько лет, им предъявляли обвинения, то, что на их социальной сети ВКонтакте были какие-то публикации. Поэтому даже если вы удалитесь или удалите какие-то публикации, то правоохранители всегда могут восстановить и предъявить вам.
И предъявить вам обвинение. И последний к вам вопрос, он тоже не связан с предыдущими. Среди тех, кто в последнее время находится на острие атак российской силовой машины, главная группа это, конечно, Хизбут Тахрир, а вот вторая это там гражданские журналисты, правозащитники, блогеры, юристы. Есть ли вероятность того, что российской машине силовой в Крыму удастся подавить гражданское такое вот журналистское движение и правозащитника, и тех, кого задерживают, их и некому уже будет освещать задержание? Или вы все-таки оптимистично настроены? Я, конечно же, настроен оптимистично и думаю, что посадив одного такого гражданского активиста либо журналиста, на его место появится как минимум 5, а может быть и 10 человек. И практика именно так и показывает, что сколько бы ни сажали людей на протяжении 5 лет, работа активистов не заканчивается, появляются новые лица, появляются новые стримеры, новые журналисты, новые активисты. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Эдем Семедляев, крымский адвокат, Наримана Мемедимидова, гражданского журналиста, тоже из Крыма, обвиняемого в призывах публичных к террористической деятельности с использованием сети интернет. Это был Сергей Громенко. Мы внимательно следим за темой репрессий против гражданских журналистов на территории Крыма. И в самое ближайшее время, когда начнется рассмотрение их дел по существу, мы вернемся к этой теме. Спасибо, что были с нами. Самое крымское в мире радио не прощается с вами. Сейчас небольшой сюжет, и потом мы обязательно вернемся в эфир. Це Центральна виборча комісія. І саме сюди протягом наступного місяця прийдуть усі ті, хто хоче поборотися за місце у новому парламенті. Хто ж серед них? Наприклад, Володимир Гройсман. До офіційного старту виборчих перегонів він уже встиг схуднути, піти з поста прем'єра та сказати «ні» чужим політичним збірним. Я прийняв рішення, я буду йти самостійно. Я маю абсолютно чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильнішими. Із собою до нової ради Гройсман обіцяє привести молодих, але досвідчених. Які в практиці вже перевірені. І